Добрый вечер, уважаемые телезрители. С вами Лица и я, Белла Базоркина. Творческие личности особенные. Они иначе смотрят на мир, замечают те детали, на которые другие не обратят внимания. Ведь недаром говорят, что они обитают в других материях. Тем не менее, художнику важно знать, что его работы и стиль признаются обществом. Мой сегодняшний гость умело использует краски, перемешивает их, сгущает, создавая прекрасное полотно. Это его личная палитра красок, благодаря которой он преображает свою жизнь. Люди, увидевшие созданные им картины, открывают для себя новые горизонты, находят в них источник жизненных сил и чувства прекрасного. В настоящее время он работает в различных жанрах живописи, создает высокохудожественные произведения, пейзажи, натюрморты, сюжетно-тематические работы и портреты. Итак, гость программы Алихан Берснакоевич Мириев, член Союза художников Республики Ингушетия. Добрый вечер, Алихан Берснакоевич. Добрый вечер. Я рада приветствовать вас. Давненько не было в моей студии художников, это очень радует. Алихан Берснакоевич, я, когда готовилась к нашей программе, искала в интернете ваши работы, потому что хотела поближе познакомиться с вашими работами, с вашим творчеством, но определенно очень мало информации, ничего конкретно не нашла. С чем это связано? Почему вы так неактивно, в общем-то, себя в интернете как-то проявляете? Ну, в общем-то, я публичной жизни не очень-то мне нравится, а писать я пишу, конечно. В основном те люди, которые моим творчеством знакомы, они, контакт у них напрямую со мной есть. И больше времени я нахожусь в мастерской, публично вроде я не выхожу. То есть это большая удача, что вы согласились, я это уже поняла, прийти ко мне. Да, видимо, да. Меня уже об этом предупредили. И что, Алихан Берснакоевич, почему так мало ваших работ? У меня 30 работ были вывезены во Франции. Наши работы в основном я пишу фольклор. Это частные коллекционеры, да, в коллекции? Да, вывезены и проданы там были. Значит, в основном покупатели мигранты, это отсюда. Так что наша культура не очень-то кому-то интересует, там, есеняне. В основном наши соотечественники. Да, соотечественники. Там Бельгии есть тоже заказы были. Наши соотечественники еще в Германии находятся. По всему миру, можно сказать, да? В основном, да, фольклор, пейзажные работы наши по республике. Над такими работами я этюды работал. Этюды есть у меня, по представлению работы есть по памяти работы есть, которые в основном по представлению это фольклор, по памяти работы есть, конечно, если большие работы, это пейзажные работы есть, портретные жанры есть. В общем, портретные жанры есть обычно с натуры не очень-то кто-то, у кого-то близкий, которые ушедшие, они хотят как-то на холсте запечатлеть своих близких. Да, близких. Тогда приходится мне и так работать по портретным жанрам с фотографиями. Вы в разных жанрах работаете, абсолютно. Да. А сколько в среднем одна картина, одна работа, неважно какой размер, да, сколько в среднем у вас это занимает времени? Значит, этюд. Этюд может быть от 20 до часу. Потому что, соответственно, мы берем 30 на 40 холсты. Максимум это 50 на 70. Ну, может, другие умеют. Я не могу так быстро работать. Мне этот. А вот то, что касается по памяти, по представлениям, все зависит от сюжета. Вот, от допустим, сложности сюжета. Да, вот, например, я по представлению работаю, значит, трагические темы. Для этого мне надо много материала прочитать. А материала по этому поводу найти очень трудно. А если все-таки удалось найти материал, там в основном наши журналисты пишут о трагических событиях по эмоции. Эмоции пишут. А мне детали нужны.
То есть прежде данные чем нужно- какой-то исторический факт Да. написать на холсте, вы, естественно, это все читаете. Да, иначе с пальца же не высажет. Поэтому после того я делаю определенные наброски по теме, о чем рассказывает журналист или представитель случившейся ситуации. Эти наброски потом складываются в соответствующие композиции. Это много времени занимает. Хоть год можно писать, в зависимости от размера. Вот так. Я Да. примерно так и ожидала, что Да. вы так ответите, потому что художники никогда не могут точно сказать, когда ты заказываешь ему ту или иную работу, они никогда не могут сказать, когда они точно закончат. Вдохновение. Вдохновение, я вам скажу, очень интересное. Как Это часто чувство. оно вас посещает? Люди творческие, это художники, писатели, поэтому творческие, богемное общество, они очень чувствительны. Видимо, Да. поэтому мы это... Любой неприятной истории надолго мы уходим, Выбивает из да, рабочей мы колеи. уходим в такое состояние, что мы писать не хотим. Плохое не очень-то, а хорошую голову не приходит, да, кроме отрицательного. Малейшее знакомство с человеком человечного, ну, скажем, с хорошими привычками, интеллигентным человеком, вот вдохновляет нас. Вот, например, я после ковида себя чувствовал неважно, все болячки поднялись. Ну, это у всех, И к сожалению. когда все-таки я прошел анализы, проходил очень много там, целый месяц. Встречаешься в этих больницах очень разных людей. Но однажды С разной будем говорить энергетикой, о да? хорошем, да? Да. Вот это онкологический центр у нас Диспансер, да. диспансерный. Там я увидел случайно девочку, которая Куасым Елер, Куасым отец, у него Хамхоева фамилия, имя я не знаю. Когда я все-таки прошел регистрацию, поднялся на второй этаж на анализе, эта девочка не только меня, кто туда заходил, вы представляете, отводила каждому врачу, заходила, предупреждала. К Это этому медсестра врачу. работала? Медсестра, наверное, медсестра. Хамхоева. Настолько она вот пожилым людям или пациентам, которые приходят, отношения, вот такие люди, знаешь, где? Тепло встречала. Это тогда, после таких случаев, вот я взялся за трагические темы описать наш народ. Таких есть людей, но очень То мало. есть эта медсестра вас вдохновила. Да, вот мы же своей говорим, добротой, а своим что может отношением. в любой ситуации? Ситуация только хорошая, вдохновляет. Только все-таки хорошее писать вдохновляет. о своем народе хорошее. Есть все-таки среди нас хорошие люди. Это Вот они приятно. вдохновляют. Любого Например? художника, писателя. Вот, например, я обрисовал одну историю. И Это вторая очень история приятно. была. Вот рядом клиника находится, там тоже к этому мы приходили. Это туб-диспансер, да? Да, там рядом. Мне не очень-то понравился в этой клинике. Обслуживающий персонал, я говорю. А рядом, представьте, там 50 метров другие. Врач, который, вспомнить его, по-моему, Исаев, врач-онколог. Молодой врач, где-то в России учился, работал там, к нам приехал. Все-таки на родину работать. Вот эти люди, есть им честь, хвала и слава этим людям. За счет вот таких людей, которые рассказал девочка, другие. Их еще есть, конечно, мы их не Их встречаем. много, слава богу. Мы здесь живем, и то есть еще, знаете, терпим друг друга. Стараемся все-таки относиться к друг другу более вежливо и терпеть друг друга. Но есть другие, которые я не хочу говорить, люди. Но все-таки я считаю, лично мое мнение, каждый человек, который живет в своем регионе, он должен отдать обществу чуть-чуть, обществу, а не себе. Понимаете, Я каждый согласна. по своим направлениям, чем он занимается, каждый для общего дела он должен Как чуть-чуть может. отдавать. И не брать оттуда, как делают некоторые, обворовывая общее. Они считают, если это общее, оно бесхозное. Брать можно. Можно присвоить. Да.
Нужно наоборот, то, что ценное является, это общее. Общее. Она достояние для всех, поэтому она и ценная. Алихан Берснакович, интересный факт из вашей биографии, что вы по первому образованию работник МВД, вы много лет отдали этой работе. И как так? Почему вы пошли туда, в этом направлении, если все-таки ваше призвание – это вот то, чем вы сейчас занимаетесь? Это было, родители настояли, обычно так часто бывает. Первое образование для родителей, а потом то, что по душе. Суть заключается в том, я вообще про МВД не думал. Я хотел вообще путешествовать, познать мир. Для этого я поступил в мореходное училище механика, на судового механика. Бурсы. Год отучился, курсантом бегал. Потом призывной пункт созвали мне повесткой. В армии надо было служить. Ну, конечно, можно было продолжить после армии свою учебу. Но я случайно отслужил на Тихом океане. 2 года все-таки отслужил? 3 года. 3 года. Да, на флоте я служил. Значит, гидроакустиком. Здесь я нахожусь, мичман запаса. Отсюда, с дома, приехал один человек. Случайно мы с ним встретились, когда я с армии. Мне направили туда, откуда я призвался. На город Находку, не на Кавказ. Естественно, первоначально мне негде жить. Я жил в гостинице. Готовился, значит, все-таки продолжить свою учебу в Бурсах. И там вечером в этом гостинице был ресторан, а днем там как столовая. Естественно, там я обедал. Напротив сидит явный внешний вид, это с Кавказа. Человек, который очень внимательно меня изучает. Он, видно, тоже почувствовал. А мне неприятно было его взгляд на стол. Ну, думаю, что он уставился. Ну, думаю, кто-то из армянов, наверное, или из нацменов кто-то, наверное, есть. Ну, в конце концов, он подсел к столу, поздоровался. Как он меня вычислил, я не знаю. Но разговорились, познакомились. Он тоже в этой гостинице, кажется, живет. Он приехал поступать в Владивосток, в школу МВД. На участковый факультет, да. Студент, абитуриент. Да, ну вот он уговорил, что на Кавказе то, другое, я об этом говорить не буду, но жить сотрудникам неплохо, квартиру дают и так, и так. В общем, долго он меня уговаривал, все-таки я не пошел на бурсы, поехали мы. Надо же, одна встреча, и вы поменяли свое решение. Это, знаете, настолько надо убедить человека. Да, за одну встречу. И желание мое попутешествовать, конечно, по миру немножко отложился. Ну, естественно, поступили, там учились курсантами. Отучились, приехали, Находку, работали вместе. И он там работал, я работал. Город Находка, да? Таким образом я туда попал. А попутно я, конечно, ну, до этого, конечно, я Снужинскую художественную школу у Кухтина закончил 2 года. Вы все-таки уже имели базу. Параллельно общеобразовательной, значит, я школы учился и бегал после художественную школу. Художественную школу я окончил. Это рисунок, акварель и мини-скульптура. Прекрасно. А поэтому как-то у меня были какие-то навыки, да, прежде чем я в училище поступил. Вы еще и в училище поступили? Тоже параллельно, заочно. Я экзамен только ходил, сдавал. В свободное время я уже сотрудником работал в городе, когда туда шел. Как они на вас реагировали, когда вы в форме приходили вот сдавать экзамен? Вот скидки из-за этого были. Понимаете, требования такие сильные не были. Ко мне относились. Сотрудник МВД в форме приходит на экзамены, как обычно студент. Нет, я переодевался, конечно, в штатский, чтобы но они-то знали все равно, кто вы. Да, конечно, знали. И мне... Ну, в общем, 4 года и там училище вы отучились, не теряя времени. Да. Больше я учился, чем, наверное, работал. Вот так прошло. А так, зональные выставки у меня не всегда удавалось, если честно сказать, по творчеству работать. Это я свободное время, потому что жил один, выходил там в набережные, этюды
писал. Вы, когда наверное, есть. много там работ писали во Владивостоке, да? Да, не очень-то, потому что эти работы... Потом познакомился я, значит, с профессиональными художниками. Дом моряка. Ходил к ним, они пригласили меня, ходил к ним. Сначала, когда они узнали, что я сотрудник, они не очень-то мне доверяли. Не очень приняли в свой круг. Да, ну, потом с работами моими они познакомились. Ну, привыкли, наверное, ко мне. И потом стал я частенько туда похаживать. Вместе на этюдах ходили. А когда выставки были, значит, зональные выставки, они меня предупреждали, я участвовал вместе с ними. Там 1, 2, В общих 3 выставках. этюда, да. Вот так только. В разных городах по Приморскому краю. И все. А сюда, когда я приехал, вообще забросил это творчество. Сколько лет у вас перерыв был по Лет возвращению? Ну, если даже у тех, учитывая, что я не каждый раз писал, даже на этюдах, перерыв, наверное, не знаю, лет 10, наверное, общими если Ну взять. вот 10 лет вы чем-то, какой-то другой профессией занимались, в другое ушли. Да, ну, понимаете, все-таки творческая работа – это работа не зарабатывания денег. Тут нет, кроме решеты, тут ничего нет. Это, скорее всего, это преданность, наверное, той части образу, стиль. Все-таки это стиль, наверное. Художник – это стиль. Стиль жизни? Стиль жизни, привычки. Образ да. жизни. И все-таки вот за эти 10 лет, пока вы работали в другой профессии, часто возникала мысль, что вот хорошо бы сейчас. Скучали ли вы? Честно говоря, нужда человека так заставляет работать в других областях, других профессиях, да, областях, что не до творчества бывает. Главное... О хлебе насущном, да, как говорится. Да. Нужны средства, чтобы решить какие-то домашние вопросы. Естественно, человек больше относит времени свое в этой части области. Нет, я не работал. И, скорее всего, мне туда все-таки взять заново кисть помогли некоторые товарищи. В первую очередь, Опять встречи? да. Фактически я обязан начало своего творчества вот этим людям. Первый, это со мной учился в художественной школе, это Сагов. Случайно мы с ним встретились, когда приехали. То есть я приехал с находки. Когда он спросил, чем занимаюсь, я говорю, ничем. Пока приехал, найду где-то чем-то заняться. А про творчество он спросил, я говорю, давно руки не брал. Он что-то настаивал, чтобы я заново взялся. Я говорю, зачем? Мне деньги нужны, семью кормить. А ты, говорит, проверь себя. Может, ты забыл, говорит, все. Я, конечно, когда приехал, тут открыл техстанцию. Техническое обслуживание автомобилей. И полностью ушел в эту область работать. Ну, это стабильный заработок все равно. Да, когда я попробовал первый раз взять кисти, я обыкновенно кисти взял малярные, автомобильными красками, попробовал набросок сделать. И что? Когда Сагов оценил это, говорит, я ничего не забыла. Возвращайся, да. И второе, значит, мне самому интересно стало. Как легко вас было снова затянуть в это. Все-таки попросили меня написать, я сейчас не помню, что-то я писал. В общем, первая работа после длительного Или перерыва, акварели, да? или масло, да. Я музей отнес, отдал ее. Подарил, одним словом. Потом Тумгоеву Люба, я хотел несколько слов сказать. Это замечательный человек, но сильным характером человек этот. Представляете, это развалину, бывший клуб. Там до нее же были другие представители нашего общества, которые сидели, себя называя директорами. При этом они не старались что-то там выбить,
уметь все-таки это Создать. помещение, да, обустроить и все-таки там как культурный центр какой-то создать. Думаю, в голову такое не приходило. Любовь Исаевна, она... Этот человек настолько принципиальный и болеющий за дело человек, но видите, сколько надо выбить, бегать, и деньги выбило. И один из ведущих центров, площадка, образовалась в Карбулаке, вот центр музея. Музей изобразительных Да, искусств Республики Ингушетия. Ей отдельное спасибо. Я знаю, что она тоже сыграла такую знаковую роль в ваше возвращение. Скажите, а как ваши домашние отреагировали на то, что ваша супруга, ваши дети, что после длительного перерыва вы снова возвращаетесь в творчество? Ну, сначала, конечно, они несерьезно это воспринимали. Понимаете, все-таки средство выживания имеет какое-то значение, да? К сожалению, да, мы не можем об этом не думать. А потом все-таки, когда человек уходит в творчество, какой-то части семьи должен на себя взять ответственность. Да, ответственность. Потому что в этой области денег нету, они зарабатывают. Много не заработаешь, давайте как есть уже, да? Когда случайно увидели мои работы, хозяйка увидела, она сказала, если так ты умеешь, ты все это прячешь, почему не пойти по этому пути, говорит, ты же весь разбитыми руками проходишь, говорит, весь в постоянном мазуте. Почему нельзя? Я говорю, красота это хорошо, конечно, но за него не платят. Но, конечно, все-таки она настояла, все-таки попробуй. И сама привозила мне, представляете, холсты привозила с Владивостока, как по работе поедет, обязательно там 4-5 метров мне притащит холст. Ну, чтобы это не пропал этот холст, мне приходилось, конечно, грунтовать. Какая же она молодец, спасибо ей. Ну, вот видите, тоже стимулировали. Поддержка. Да. Люба постоянно у меня эти работы покупала и деньги на материал. Все, что мы, продавая картины, мы куда? Это же обратный результат. Да, мы же покупаем материал на эти же деньги, опять пишем. Вместо 1, 2, 3 картины. Вот так и получается. Денег нет, но работы есть. Но работы должны быть. Да, ну, с таким образом я вошел в творчество. Ну, вас так долго уговаривали. Я думаю, что вас уговорили так, что вы сейчас днями и ночами, по-моему, пропадаете в своей студии. Да. И как вообще дома вас практически не бывает? Да. Где ваша студия находится? Она рядом, возле дома? Нет, я с Карбулака езжу в Слепцовск. Оттуда обратно. Если много работы, мне приходится оставаться. Работа неопределенное времени, там графика нету. Пока пишется, ты пишешь 2, 3, 4 часа, бывает до утра, а потом отсыпаешься. Час-два утром спишь. Все это зависит от ситуации. Вот смотрите, у вас бывает такое, что время поджимает, работу нужно заканчивать, а желания нет. Вы можете заставить себя взять кисть и писать? Да, можно это заставить, но потом же все равно переписывать приходится. Вот так вот. Просто я спрашивала этот вопрос, задавала несколько раз писателям, поэтам, и они, некоторые говорят, что они могут заставить и как работа, да, вот чисто вот бумажная работа, сел, а некоторые говорят, что категорически у них не получается, если вот надо. Если не хочешь переделать. А у вас, вот, значит, вот так. Вы, конечно, сделаете, но потом вам это не понравится, да? В надежде, что получится у тебя, что ты же начинаешь, ну, а потом не получается. Приходится все это, значит, высушить наждачком, поработать, стереть, загрунтовать и по-новому начать работать. У вас вот так, лучше да? отложить. А из ваших детей? Из моих детей, значит, у меня 3 медика, 1 юрист. Пока тихо, да? 3 медика.
Да. Но зная, как это бывает у творческих людей, они могут и в 50 лет, знаете, взять кисть, холст. И это такое дело, что я знаю художников, которые в 48 лет просто ни с того ни с сего, без образования всякого, брали кисти и тоже начинали писать. Это дело такое, знаете ли, как посетит муза. Мы же, если так судить, мы же все творческие люди. Кто не писал на своих тетрадях, не рисовал в школе? Все рисовали. Я не рисовала, я не умею. В садике мы мулевали, все мулевали. Ах, вы про это. Вы сейчас к тому, что у всех людей есть. Да, у всех есть. Мы просто, все мы творческие общества. Понемножку, каждый человек, конечно, какое-то отношение к творчеству имеет. Просто если кто-то развивает. Да, это другое дело. Если кто-то это направление выбрал, идет по этому. Ну, конечно, в творчестве образование обязательно нужно. Что такое закон о перспективе? Их надо учить. Базу. Да, пропорции, светотени. Там же есть правила, которые нужно обязательно знать. Угу. Основа – это рисунок, а если ты владеешь рисунком, естественно, красками легче работать. Если ты не владеешь рисунком, ну, детские… Вы понимаете, когда все-таки, так сказать, современное искусство с Америки у нас началось, это безобразие. Вот современное искусство… Артхаус и так далее. Да, как не вы обязательно относитесь, образование. Ну, как вот вы, как художник положительно. профессиональный, как относитесь к современному искусству? Когда дают обезьяне кисть и холст, Когда? и она начинает на этом холсте безобразить, а потом вот это безобразие ставит цену и продают, как я могу относиться к этому? А когда люди это делают, то же самое. Вот я была несколько раз в Москве на выставке современного искусства. Ну, там могут, допустим, взять ботинок или утюг, разрисовать Арт, да. его и поставить баснословные деньги. И кто-то из моих коллег, друзей, однокурсников даже, с которыми мы посещали эти выставки, мне было немножко, подумают еще, что я какая-то там, знаете, я свое мнение оставляла при себе. Меня вызывал это протест, хотя многие мои знакомые восторгались этому утюгу разрисованному или там ботинку или кастрюле. Я, если честно, такое искусство плохо понимаю. Они, знаете, такое впечатление создавали, что они разбираются в искусстве. Наверное, они Поэтому делали, они восторгались, а я молчала на всякий случай, не сказать бы чего лишнего. Ну, вы сейчас в такой гармонии с собой, вас устраивает ваш образ жизни, супруга вас поддерживает, дети поддерживают, все замечательно. Какие у вас планы? Что дальше? Планы у меня какие? Я должен, я и раньше считал, каждый человек должен в этой жизни заниматься тем, что он может. Так как я могу писать, я должен написать, что именно. Мне очень хотелось бы все-таки Хули. Это поселение было разрушено. Это огромное поселение было. Я с архива нашел фотографии. Правда, там лупой придется работать. Восстановить все-таки большую работу, сдать музей по этой. Угу. Второе, Цури валится. Я тоже нашел Цури старые фотографии. Правда, в пятнах почти там. Можно там поработать, реставрация, можно поработать, восстановить. Тоже это. Все-таки это прошлого. Нужно музей сохранить. Мы не знаем, что будет потом. Алихан Берснакович, вы, я так понимаю, что у вас уже много готовых работ, поскольку вы сами сказали, что вы очень много времени проводите в мастерской. Когда же все-таки ждать нам вашу персональную выставку? Планируем мы в октябре-осени, но если все-таки работы будут продолжаться, мы оттянем это число.
возможно, зимой. Алихан Берснакович, вы сказали, что ваша мастерская находится в одном месте, живете вы в другом. Я так понимаю, что с этим не все гладко, и вам приходится за свои личные средства снимать мастерскую. И вам, конечно, было бы удобнее, если бы это было близко с домом, да, я так понимаю? Конечно. Я время больше выиграл бы. Второе. Все-таки обычно куда те средства, которые, вы понимаете, работая, продавая работы на выставках, нет работы. А не продать мы не можем работы, потому что надо все-таки это мастерское оплачивать. Коммунальные услуги тоже надо, там накопилось, там тоже оплачивать надо. Как говорят, и проезды туда-сюда. Ну, деньги уходят. Материал сколько надо покупать. Все вот эти деньги, вырученных из тех проданных картин, они идут вот на это, на материал, на услуги. То есть я понимаю, что сложно накопить коллекцию, да. Потому что вы продаете и должны существовать на что-то. И, конечно, было бы здорово, если... Я знаю, что проблема мастерских стоит не только у вас одного. Я знаю многих художников, у которых тоже стоит этот вопрос до сих пор открытым. Многие из них работают на открытом воздухе, потому что в закрытых помещениях мало места, и их все предметы, вот это все, что они используют в работе, просто элементарно не помещается в помещении, они вынуждены работать на улице. Мне все-таки очень печально, что у таких людей, как вы, и ваши коллеги, до сих пор этот вопрос не решенный, и мне хотелось бы, чтобы, обращаясь к тем, кто это может решить, чтобы, не знаю, спонсорские или это республиканские, или чтобы каким-то образом вас поддерживали, и вы не думали о том, на что купить краски, холст и на что оплатить там коммунальные услуги. Я надеюсь, что эта проблема решится когда-нибудь, и вы не будете об этом думать. Возможно. Ваши пожелания нашим телезрителям? Что может пожелать в данное время? Это здоровье, потому что сейчас сложно стало жить. Здоровье и удачи. А то, что все-таки огорчает людей, много ситуаций в современном мире. Но надо же как-то жить. Поэтому я думаю, что все-таки думать надо о хорошем. О будущем, о детях, о собственной жизни. Лучше его сберечь и не тратить куда не надо. Это важно. Не растрачиваться по мелочам. Алихан Берснакович, спасибо вам большое. Мне было приятно с вами познакомиться. Вы, конечно, наша творческая интеллигенция, вы люди, которые работают во благо истории, во благо нашей истории, вы пытаетесь сохранить ее, пытаетесь что-то привнести для того, чтобы наша культура сохранилась, и наши потомки могли видеть ваше творение, и через свои картины вы, естественно, являетесь проводником в будущее и в прошлое тоже одновременно. Поэтому спасибо, что вы есть. Здоровья вашим рукам, творческого вдохновения, и пусть все проблемы, которые сейчас бытовые стоят, у вас обязательно в скором времени разрешились. И встретимся на вашей персональной выставке. Вам удачи и здоровья. Всего доброго. Спасибо. Если у тебя есть мечта, то держи ее крепко в руках, так, чтобы она стала твоей судьбой. С вами была программа «Лица». Всего вам самого-самого доброго.